Друзья, мы начали серию проповедей, которая называется «Как слышать Бога». Я хочу задать вам вопрос. Кто из вас помнит, мы говорили о том, что есть как минимум 4 пути, основные пути. Если вдруг у тебя есть 5, 6, 7, 8 путь, можешь написать нам в комментариях, мы с тобой пообщаемся в информационном пространстве на эту тему. Но как минимум есть 4 основных пути, через которые действует Дух Святой или через которые говорит Дух Святой, через которые разговаривает с нами Бог. Напомните мне, пожалуйста. Слово Божие мы говорили. Второе. Дары Духа Святого. Третье. Люди Божии. И четвертое. Кто-то, Божий человек какой-то в прошлый раз с того места, который пересел туда, сказал Дух Божий. Но я сегодня хочу назвать это помазанием Божьим и поговорить с вами сегодня о помазании. Вам интересно? Что такое помазание Божие, как оно приходит, как оно уходит, как его развивать? Знаете, я уверовал в далеком 1993 году. Я уверовал очень драматичным образом. Я уверовал, понимая, что Бог – это не просто набор правил или набор каких-то религиозных традиций. Я уверовал, потому что я видел, как живут верующие, которые общаются с живым Богом, которому они говорят и для которых Он отвечает, и к которым Бог что-то говорит. Я понимал, когда я пришел в церковь в 1993 году, я понимал, что Бог – это говорящий Бог. Потом уже я начал читать Писание, и там, например, в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, если я не ошибаюсь, в 1 главе 9 стихе, там написано, что верен Бог, призывающий вас быть в общении с Его Сыном. Оказывается, Бог призывает нас находиться в общении с Богом, в общении с Сыном Божьим. И общение – это когда ты говоришь, и Он говорит. Когда ты слышишь, и Он слышит. Когда есть связь, когда есть диалог. Общение – это не просто, когда ты садишься с человеком совершенно глухонемым, и ты говоришь в одну сторону, понимаешь, что тебя никто не слышит, что в твою жизнь от этого человека ты точно ничего не услышишь. Общение с Богом – это когда ты настроен на то, что Бог будет говорить в твою жизнь. Знаете, 93-й год для меня это был такой поворотный период в моей жизни. Я пришел в церковь, я вообще ничего не понимал, ничего не знал, но все, что я знал, что я хочу переживать Бога. И я помню, я попал первый раз наверное, даже не первый раз, но один из первых разов, если так можно сказать, я попал на молодежное служение. И там были служители молодежного служения, которые уже год или 1,5 года были верующие. Они мне казались реально духовными монстрами. Я думал, что это герои веры. Я смотрел на них с вылупленными глазами, с открытым ртом. Я хватал каждое слово, которым делились эти ребята. И мне казалось, что это просто монстры духовные. И знаете, как сейчас я вспоминаю, однажды мы возвращались, это была осень, поздняя осень 93-го года, и мы возвращались с молодежного служения. И со мной были 2 брата, если я не ошибаюсь, может быть, они даже нас когда-то услышат. Это был Женя Винник и Сергей Василенко. Сергей Василенко еще в то время называли все блондины. Он такой был светловолосый парень. И они были одни из важных, главных служителей нашей церкви на тот момент. И, как минимум, молодежного служения. Знаете, мы возвращались с ними. У нас собрание проходило вниз. В то время эта улица называлась Белинская. Вниз по Белинской, там за Джибек-Джолу снимали помещение определенное. И я помню, мы поднимались вверх по Белинской оттуда. И мы должны были чуть-чуть ниже университета сесть на троллейбус. И я тогда помню эту ситуацию, когда один из этих братьев, мне кажется, это был Сергей Василенко, он говорит, надо идти дальше. Он говорит, я чувствую внутри, что надо идти дальше. Дух говорит, надо идти дальше. Вау! Знаете, я на тот момент, я только уверовал. Еще вчера мне другие духи со мной разговаривали. Другие видения я видел, а тут я понимаю, что человеку Бог говорит какие-то слова. И я помню, мы прошли университет, потом мы подходим ближе к филармонии, и он говорит, я чувствую, говорит, Дух Божий говорит мне, чтобы мы шли дальше. И мы поднимаемся вверх по Белинской, проходим проспект Чуй, мы проходим Киевскую, там еще очередная остановка. Он говорит, я чувствую, надо идти дальше. Вы представляете, да, этот путь, которым мы сейчас идем вместе с вами? С самого низа мы поднимаемся, если я не ошибаюсь, вся эта улица сейчас называется проспект Чингиза Айтматова, правильно? Вот мы сейчас поднимаемся по Айтматова, проходим одну улицу, другую улицу, доходим до Московской, и он говорит, надо идти дальше.
И мы идем дальше. Знаете, вот прям чувствуешь, как это Илия с Елисеем, которые из одного города в другой. Надо идти туда, надо идти сюда. И я помню, когда мы поднялись выше Бакамбаева, там была остановка. Бакамбаева, Белинка, да, пусть будет Белинка. В то время, наверное, она же была Белинка. Бакамбаева, Белинка. И он говорит, здесь. И мы остановились на этой остановке. И знаете, интересно было, что, оказывается, все троллейбусы, которые поднимались с Джибек-Джолу вверх, где-то на Джибек-Джолу произошла авария на линии. На линии. Этот пацан не знал об этом. Он не представлял вообще, почему мы идем и поднимаемся столько остановок выше. Там произошла авария, и только те троллейбусы, которые с Московской поднимались вверх, те, кто знают город Бишкек, вы поймете, о чем я говорю. Только эти троллейбусы могли нас забрать. То есть мы могли бы часами стоять на нижних остановках и не попасть на троллейбус. В то время не было маршруток. Были троллейбусы. Аллилуйя. Наверное, мы когда-то к этому вернемся, что у нас не будет маршруток, да, мы дождемся. И знаете, когда я понял, что произошло, там огромная толпа людей стояла на всех этих остановках, но мы шли выше, выше, выше. И когда мы поднялись на эту остановку на Бакамбаева и сели на троллейбус, и кто-то начал говорить, а внизу троллейбусы не ездят, потому что где-то на Джибек-Джолу оборвалась сеть, оборвались вот эти провода. Я был в шоке. Я был в шоке. Сказать просто в шоке, это не сказать ничего. Я ехал, замерев, мое естество замерло. Я понимал, что это просто вау! Мужи Божии, с которыми Дух Божий разговаривает. Я был просто вне себя от счастья, что я знаю этих людей лично. И потом, по прошествии какого-то времени, я стал читать Писание, и я стал понимать, что Писание говорит не только про Сергея Василенко или не только про Женю Винника, но и про Дениса Швидко, что я сегодня человек Божий, потому что внутрь меня поселился Дух Святой. И этот Дух Святой своим помазанием действует внутри меня, говорит внутри меня и учит меня чему-то ежедневно. Скажи, внутри меня поселился Дух Святой, Он учит меня ежедневно. Несколько мест Писания мы сейчас прочтем. Я хочу, чтобы ты сделал эти места Писания индивидуально или персональными для себя. Хорошо? Сможешь это сделать? Давайте мы откроем, это не Евангелие, а первое послание Иоанна, 2 глава. То, что Библия говорит о нас. Вы, кто вы? Скажи я Денис. Скажи, я Денис, я там Ксюша, я Айнура, я Бибигуль. Скажи, я Денис получил помазание от святого. Вы когда-нибудь слышали такие слова? О, вот этот человек помазанник, вон тот человек помазанник. Вот с этими двумя помазанниками мне пришлось ехать в троллейбусе, но я не расценивал и не рассматривал себя как помазанника, потому что я тогда еще не дошел до этого места Писания. Но потом, когда я начал изучать Писание, здесь написано, ты, Денис, получил помазание от святого, и у тебя теперь есть знание. Помазание, которое ты получил от Него, постоянно в тебе. И поэтому тебе не нужно, чтобы кто-либо учил тебя. Его помазание само учит тебя, Денис, всему. Оно говорит истину и никогда не лжет. Поэтому, как оно научило тебя, так и оставайся в нем. 1 Иоанна, 2 глава, 20 и 27 стихи. Запишите это себе. Потому что иногда мы, когда слышим слово «помазание», мы думаем, что есть какие-то невероятные помазанники. И я был в такой церкви, где есть какой-то главный помазанник, с ним разговаривает Бог, а остальные это просто люди, которых называют прихожане, которые пришли, чтобы послушать этого помазанника, с которым разговаривает Бог. Но это не новозаветная схема. Можешь аминь на это сказать? Потому что новозаветная схема, когда ты читаешь первое послание Иоанна, 2 главу, и ты видишь там, что про тебя говорит Бог, что ты сегодня помазанник, потому что в тебе живет помазание. Знаете, я ради интереса открыл греческое значение именно в этом месте. Слово помазание, знаете, что оно означает? Никогда в жизни не догадаетесь. Есть варианты, вот просто
варианты того, что такое помазание. Там два варианта. Первое, помазание переводится как помазание. Сразу вспоминаю людей, которых помазывали маслом. Был особенный елей помазания, это записано в книге Исход, если я не ошибаюсь. Там особенные пропорции разных трав, разных специй надо было взять. Все это смешать с оливковым маслом. И этим помазанием мазали только священников из рода Аарона, которые участвовали в священнодействии при жертвеннике. Но потом, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что помазание использовалось. Например, на Давиде было помазание, потому что его помазал пророк Самуил. Если вы будете внимательны, в 16 главе первой книги Царств, там описывается эта история. У нас есть же это местописание? 1 Царь, 16 глава. Там написано, это 13 стих. Давайте я прочту. Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии братьев. Мы же все помним эту историю. Это было обычное оливковое масло. Это не тот самый священный елей помазания, которым мазали священников. Это было просто оливковое масло. И дальше написано. Он помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух Господень сошел на Давида, и с того дня пребывал на нем. Самуил же вернулся в Раму. Здесь помазание, что оно олицетворяет или с чем оно ассоциируется? С Духом Святым. Масло, которым мазали этих людей, оно ассоциировалось, или оно, не знаю, открывало дверь, если так можно сказать, для того, чтобы на этих людях было присутствие Святого Духа. И было три категории людей в Израиле. Это были священники, это были пророки и это были цари, которых помазывали для того, чтобы над ними пребывал Дух Святой или на них пребывал Дух Святой. Знаете, чем отличается новозаветний верующий от тех людей, которые жили в Ветхом Завете? Тем, что каждый, кто принял сегодня Иисуса Христа внутрь своего сердца, кто исповедовал Его своим Господом и Спасителем, он получил помазание от Святого. Есть такие люди у нас в зале, кто имеет сегодня помазание от Святого? Да, подними руку без всякого сомнения. Скажи, я помазанник Божий. Так вот, второе значение этого слова, это значит участок или удел. Что? К чему это? А к тому, что помазание или то, что мы называем сегодня помазанием Духа Святого, это то, что внутри нас появилось. Внутри нас появился участок, где сегодня поселился Дух Святой. И Он там живет. И сегодня ты переносной храм Божий. Сегодня ты носитель Божьего присутствия. Помните, мы говорили о ковчеге, говорили о храме, у нас очень много было проповедей про Давида, про присутствие Божие. Так вот, ты сегодня ходячий ковчег Божий, в котором живет Божие присутствие. То есть внутри меня есть участок или удел, в котором сегодня царствует Дух Святой, и Он там господин. Все остальное, все, что ему сегодня не покоряется, или все, что сегодня, к сожалению, предано греху, оно отомрет. Останется только то, что сегодня покорено этому участку. Помазание – это какой-то участок в моем духе, который заполнил сегодня Дух Святой, и в котором Дух Святой сегодня царствует. Там живет это помазание, или там живет это Божие присутствие. Это так важно сегодня понимать. Ты носитель Божьего присутствия, и Божие присутствие, оно внутри тебя говорит постоянно. Оно внутри тебя приносит разного рода откровения. Многие люди говорят, ну хорошо, я согласен. Здесь написано, что присутствие Божие во мне, помазание Божие во мне. Как? Дух Святой разговаривает со мной. Как? Как мне услышать Духа Святого? Давайте простое место Писания откроем. Это Филиппийцам 2 глава, 13 стих. Там написано, Павел говорит простые слова. Филиппийцам 2 глава, 13 стих. «Сам Бог совершает в нас работу, пробуждая в нас желание и действия согласно своей воле». Еще раз давайте. Сам Бог совершает, давайте так скажем, во мне работу, пробуждая во мне и желания, и действия согласно своей воле.
Что это значит? Когда эти два парня, или там один из них, он сказал, я чувствую, или я внутри переживаю, или я внутри ощущаю, что надо идти дальше. Это было побуждение. Это было вот это желание, которое было рождено в его духе, для того, чтобы двигаться куда-то, делать какие-то вещи, которые он чувствует или он слышит от Духа Божьего. Знаете, есть куча разных вещей, о которых ты думаешь, какой-то бред в голове, или какая-то странная идея в голове, или какие-то странные откровения в голове. Особенно это связано с чем-то, что является жертвой для Бога. Что-то сделать для Бога, чем-то пожертвовать для Бога, как-то послужить для Бога, с кем-то созвониться, кому-то что-то сказать, за кого-то как-то помолиться, за кого-то взять какой-то пост. Иногда нам кажется, что это бред какой-то. Но потом, по прошествии времени, ты начинаешь понимать, что сам Бог производил внутри тебя и желания, и действия, потому что Он хотел что-то сделать через тебя. Здесь еще такая интересная ремарка: согласно своей воле. Знаете, когда Дух Святой придет, Иисус говорил, Он ничего не будет делать от себя, Он ничего не будет делать от своей воли. Он, во-первых, напомнит все, что делал Иисус. Во-вторых, Он сделает только то, что Он видит или знает от Отца Небесного. Другими словами, это 14 глава, 15 глава, 16 глава Евангелия от Иоанна. Вы можете найти все эти слова о Духе Святом, который внутри нас сегодня живет. Другими словами, Дух Святой никогда поперек слов Иисуса ничего не будет делать. У некоторых есть такое побуждение. Ой, у меня такое побуждение, я разных ребят слышал, и они говорят, это Дух Святой внутрь меня вложил это побуждение, и когда он начинает что-то говорить, ты думаешь, что за бред? Потому что это поперек Слова Божьего. Одного умника, даже не знаю, как назвать, не хочется никого там троллить или осуждать. Один человек говорит, да, я упал в блуд, да, я живу в блуде, но я с Богом договорился. Это для меня способ, как я снимаю стресс. И ты слушаешь и думаешь, с каким Богом ты договорился, чувак? Бог сказал, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют, но Он договорился с каким-то неведомым Богом. Слышите? Поперек Слова Божьего Дух Святой никогда не будет говорить. Другого я дядьку слушал, вроде уважаемый человек, и знаете, такой говорит, кто поедет на миссию? Но только так, чтобы, например, ваша семья осталась здесь, а вы сделаете такой геройский шаг веры и уедете на миссию. Я сижу и думаю, что за бред вообще? Потому что Библия говорит, что двое станут одной плотью, и уже никто не разлучит нас. Ни служение, ни церковь, никто. Если на миссию, то вместе. Алло. Вы со мной, друзья? Вы понимаете, о чем я говорю? Если сегодня Дух Святой с тобой разговаривает, Он не будет говорить поперек Нового Завета. Он не будет тебе говорить вещи, о которых Новый Завет говорит совсем иначе. Поэтому все наши побуждения мы должны сравнивать с тем, что говорит Писание нам, с тем, что говорит Дух Нового Завета. Еще одно место Писания. Послание Римлянам, 8 глава. Здесь Павел категоричен. С 9 стиха, если читать, он говорит, если Дух Божий живет в нас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво вследствие греха, а Дух – это ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресивший из мертвых Иисуса оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела. Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если же вы духом умерщвляете ее действия, то будете жить. Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Друзья, здесь написано так. Давайте перефразирую, если я говорю, что я сын Божий, значит, внутри меня живет Дух Божий, и Он руководит мной. И другой вывод, который можно сделать из этого места Писания. Если я сын Божий или я дочь Божия, то я буду ненавидеть грех или любые греховные желания моей плоти. Так написано здесь.
Здесь две вещи происходят внутри нас. Когда я получил помазание от Духа Божьего, я начинаю ненавидеть грех, это становится для меня противным, даже если я вдруг падаю снова и снова в это. Но это становится чем-то противным, неприятным для моего естества духовного. И вторая вещь. Внутри меня появляется новый голос, голос Духа Святого, который начинает управлять моей жизнью. Вы можете согласиться с тем, что мы помазанники Божии. Не какие-то люди, которые, может быть, проповедуют где-то, они открывают церкви, они делают какие-то невероятные дела. Не они помазанники, лучше не так, не только они помазанники, но и все те, кто принял сегодня спасение через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа, являются помазанниками. Просто есть два типа помазания. Два типа помазания. Одно – это помазание, которое внутри тебя будет учить тебя, двигать тобой, разговаривать с тобой. Это помазание, которое будет тебя ежедневно на какие-то Божьи подвиги сподвигать. Второй тип помазания, который точно на тебе тоже существует, это особенное помазание лично для тебя. Есть люди, например, с особенным помазанием. У кого-то помазание, знаете, на ровном месте деньги создавать. Создавать рабочие места, создавать какие-то производства или какой-то бизнес создавать. У других людей особенный, знаете, вот особенное помазание такое, я знаю таких ребят. Вот он куда бы ни пришел, приличная церковь вроде бы с виду. Начинает проповедовать, в людях начинают проявляться бесы. Да ты что ж за человек-то такой? Вот вроде бы 10 или 15 лет. Эта церковь даже искренне думала, что верующих бесов нет, потому что ничего никогда не проявлялось. Этот человек приходит, говорит на любую тему. О финансах, о семейных отношениях. Бесы начинают орать в зале. Да что ж ты за человек такой? Есть люди, которые говорят очень, знаете, очень медленно, очень неэмоционально. Но помазание действует таким образом, что весь зал либо плачет, либо смеется. Я помню, я был на одном собрании, там такой совершенно невзрачный, чернокожий человек стоял за кафедрой, проповедовал. И знаете, проповедовал совершенно простые вещи из Деяния апостолов 2 главы. Все, что мы знаем, все, что мы читали уже много раз. И он проповедовал это совершенно неэмоционально, даже не так, как я сейчас, руками особо не тряс. Но с его переводчицей начинали происходить невероятные вещи. Она бегала по кругу, она крутилась, и в зале стали происходить какие-то невероятные вещи. Он говорил простое слово. Помазание работало невероятным образом. Я видел разных людей, у которых особенное помазание. О чем бы человек ни говорил, люди начинают плакать. О чем бы человек ни говорил, у людей вдохновение какое-то появляется, что-то начинают делать, связанное с целями. У каждого есть какое-то свое особенное помазание, которым Бог тебя наделил. И это важно запомнить. Есть одно общее помазание для всех. Это помазание внутри нас, это удел внутри нас, который внутри, это то, что заполнено Духом Святым, и Он говорит с нами. Он говорит с нами. Просто утром просыпаешься, скажи: Иисус, Ты внутри меня. Разговаривай сегодня со мной. Говори со мной, что мне делать с детьми, что мне делать с моей работой. Говори мне, пожалуйста, сегодня, куда мне идти, как мне говорить, что мне отвечать. Пусть помазание Божие руководит нами. Библия говорит, что всякий Сын Божий, который сегодня двигается Духом Божьим или помазанием Божьим, это как раз-таки тот человек, про которого написано, что это Его. Это Его. Ты Его. Двигайся от помазания Божьего. Знаете, когда мы говорим про помазание, можно много рассказывать разных историй, можно много рассказывать всяких разных вещей, которые говорит Библия об этом. Но я хотел бы сегодня, чтобы мы задались вопросом. Может быть, у тебя, пока ты слушаешь меня, у тебя как раз этот вопрос и поднимается в голове. А что делать, чтобы внутри меня это помазание не просто жило, чтобы оно умножалось, и его голос становился все слышнее и слышнее? Вы задавали себе этот вопрос когда-нибудь? Вот что нужно делать, чтобы я четко отличал голос Божий от голоса плоти, голос Божий от голоса мира или еще от каких-то голосов? Надо расти в помазании. И правильный вопрос здесь будет: а как расти в помазании?
Как расти в помазании? Как минимум есть 3 вещи, которые будоражат внутри тебя помазание. Даже если оно уснуло, даже если помазание внутри тебя есть, и ты перестал его слышать, есть 3 вещи, которые взбодрят или которые активируют внутри тебя помазание Божие. Есть идеи, какие 3 вещи? Конечно же, когда твой дух соприкасается со Словом Божьим. Когда твой дух соприкасается с вещами духовными из духовной книги, это будоражит тебя, это как будто бы заново, может быть, производит какое-то оживление внутри тебя, и ты начинаешь слышать голос Духа Божьего. Вторая вещь какая? Апостол Павел однажды сказал такую вещь: «Я больше всех вас молюсь на языках». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, если не ошибаюсь, 13 стих. Он говорит: «Я больше всех вас, братья, молюсь на иных языках». Зачем тебе это, Павел? Иуда, который написал 1 главу всего лишь в Библии, он тоже упомянул молитву на языках. Знаете, в каком контексте? Он говорит, когда мы молимся на иных языках, мы созидаем, или мы развиваем нашу веру, или мы развиваем нашу духовность. Я бы даже перефразировал. Мы развиваем или мы расширяем помазание внутри себя, когда мы молимся на иных языках. И третья вещь, варианты. Хвала. Тут что, Господу или как? Ребят, когда мы славим Бога, попробуй, с утра проснулся, все плохо, все трудно, голос Духа Божьего не слышишь, слышишь голос плоти, который тебе говорит, все будет только плохо. Попробуй в этот самый момент, поднимая руки свои к небесам, кричать: хвала Господу Иисусу, вау-вау. Не знаешь, как петь, просто ори, хвала. Запомни несколько слов, начинай это делать. По мере того, как ты это делаешь, ты будешь качать внутри себя помазание. И поверь мне, полчаса попоешь. 10 минут даже попоешь. Ты уже выйдешь из той комнаты другим человеком. Можешь со мной согласиться? Апостол Павел и Сила, 2 апостола, которые пошли проповедовать Евангелие, вдруг особенное помазание на них было. Они столкнулись с женщиной, которая им пророчествовала. Она говорила такие слова, 16 глава Деяний апостолов, вы это найдете. Она шла за ними день за днем и говорила: люди, верьте этим мужам Божьим, потому что это люди, которые открывают вам путь ко спасению. У нас бы похлопали, эту тетеньку бы позвали бы за кафедру, сказали: свидетельствуй, сестра. Но апостол Павел посмотрел на нее и говорит: in the name of Jesus. Я не знаю, как по-гречески это просто будет звучать, но он сказал: во имя Иисуса, дух змея или дух питона, выйди из нее. И в тот самый момент, Библия говорит, она потеряла эту способность пророчествовать. Она была прорицатель. Знаете, когда внутри тебя помазание Божие живет, оно будет тебе говорить, что правильно, что неправильно. Оно будет тебе здесь говорить. Иногда на YouTube смотришь некоторых проповедников, ну круто, ну прям... Вау! Глубина, как я говорю, аж дна не видно. Такая глубина, и там восторженные комменты, и там 1 миллион подписчиков, и 96 тысяч просмотров. Ну просто сам Бог велел бы его смотреть. А внутри помазание противится. Думаешь, что это вообще? И потом начинаешь эту тему ковырять в Писании, и ты понимаешь, что этот человек пророчествует от себя, говорит от себя, проповедует от себя, делает какие-то вещи от себя, которые поперек истины Слова Божьего, а выглядит... Слышите, о чем я сегодня говорю, друзья? Внутри нас помазание. Это не значит, некоторые трактуют так: внутри меня живет помазание Божие, и там написано, что оно научит меня всему, мне не надо, чтобы кто-то что-то мне говорил. Такие люди, любители сказать, особенно тем, кто к ним приходит и обличает их в чем-то, они начинают говорить: внутри меня помазание. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты мне что-то говорил. Нет, не об этом. Иногда тебе еще никто ничего не сказал, но внутри это помазание, оно уже свидетельствует, что это вещи от Бога, или это вещи наоборот не от Бога. Это вещи с неба, или это вещи наоборот ничего общего с небом не имеют. Итак, три
3 действия, которые я могу делать для того, чтобы качать помазание в своей жизни. Это молиться на иных языках. Молиться на иных языках. Качать в духе это помазание. Если ты не крещен Духом Святым, то я хочу вдохновить тебя. Найди служителей в своей церкви. Найди служителей в своей прекрасной церкви, там в домашней группе, скажи: я до сих пор не говорю на иных языках, что мне делать? Попроси, чтобы за тебя помолились. И пусть с тобой произойдет, как это происходило с верующими Нового Завета из Деяний апостолов. Когда на них возлагали руки, они начинали говорить новыми языками и пророчествовать. Я хочу сказать, мы просто не баптисты, мы верим в иные языки. Мы верим в то, что написано в Деяниях апостолов. Мы верим в то, что написано в Новом Завете. Мы верим в то, что написано в Евангелии от Марка 16 главе, что мы будем изгонять бесов, мы будем возлагать руки на больных, они будут исцеляться, мы будем говорить новыми языками. Не такими языками, которые я в школе выучил с 1 класса, корпел над английским. Не про эти языки. Про небесные языки, ангельские, которые благодаря этим языкам я имею прямой доступ к небу. Я не стесняюсь этого, потому что это наше богословие. Это то, в чем мы стоим сегодня. Это то, на чем мы сегодня основаны. Мы пятидесятники, харизматы, как хотите нас называйте. Как один служитель из Алматы сказал: сегодня смотришь на некоторых пятидесятников, они в каких-то баптисятников превратились. Вроде крещены Духом Святым, а полцеркви не говорит на языках. Вроде крещены Духом Святым, а половина людей просто не верят в то, что языки от Бога и что это надо. Это надо! Когда ты помолишься 10-15 минут каждый день на иных языках, поверь мне, жизнь твоя будет меняться. Мы говорим о том, что мы молимся на иных языках, мы, конечно же, уже читаем Библию, мы читаем Слово Божие, и мы поклоняемся Богу. Это 3 таких чудесных насоса, благодаря которым мы качаем наше помазание. Качаем помазание. Я хочу вдохновить тебя. С этого самого дня начинай качать помазание. Знаете, я, когда готовился к этой проповеди, я вспомнил одну историю, совершенно сумасшедшую в своей жизни. Когда я видел силу поклонения. Мало того, что в 16 главе Деяний апостолов эта сила поклонения записана в истории силы и Павла. Помните, да, когда после того, как их в конечном итоге, после той пророческой тетеньки посадили в тюрьму, и они, эти 2 брата, они не стали говорить: за что мы здесь? Что мы такого сделали? Они не стали, знаете, там смс-ки кому-то писать и говорить: братан, помоги, вытащи нас из тюрьмы. Вытащи нас, там, у меня $500 есть, я тебе нам заплачу. Нет, Библия говорит, сидят 2 брата в камере, все там в нарды играют, чиферек пьют, а эти 2 брата зарядили хвалу и поклонение. Читали же вы это место Писания? 16 глава Деяний апостолов, почитайте, если не читали никогда. И там Библия говорит, невероятное произошло, случилось сверхъестественное землетрясение. Что дальше произошло? Открылись двери темниц, и сторож хотел себя убить. Помазание Божие работает. И когда этот человек хотел себя проткнуть мечом, Павел ему сказал: братан, подожди, тебе не надо пока умирать, пока Христа не примешь. Потом уже, да, все остальное. Самое главное сегодня, друзья, не то, что люди умирают, а то, что люди умирают без Христа. Мы все умрем рано или поздно. Но беда, если я умру без Христа. Беда, если мой сын. Беда, если моя дочь. Беда, если мои родители умрут без Христа. Поэтому мы постимся, молимся и проповедуем Евангелие. Аминь. И вот смотрите, что делает помазание. Его настолько много было в этих ребятах, что оно производит невероятное. И я вспоминаю историю, как я уже сказал, в 93-м году покаялся, и в начале 94-го я оказался в библейской школе. И тоже там внизу по Белинской, у нас там была общага, где у нас была библейская школа. И прикол был в том, что к нам однажды в нашу такую домашнюю группу попал парень один, который помогал дворнику в этом здании. И он, знаете, вот про таких говорят, недалекий человек был. Я не хочу никого там унизить, оскорбить, но этот человек, у него что-то с головой было. Ему когда проповедовали Евангелие, он там соглашался, но такое было чувство, что он ничего не понимает.
И как бы ему ни проповедовали, он совсем соглашался, но ничего в его жизни не происходило. И в тот вечер он пришел к нам на на нашу домашнюю группу. Все, что мы могли делать на этой домашней группе, мы поднимали руки, мы сидели на стульях, поднимали руки, у нас даже гитары не было, мы пели просто какие-то песни для Иисуса Христа. И знаете, что случилось? Мы сидели с закрытыми глазами, и я услышал грохот, открываю глаза, этот человек валяется. И с ним произошли там какие-то невероятные вещи, из него вышли бесы, мы потом за него помолились, он в тот вечер принял Христа, его жизнь стала меняться невероятно. Что случилось? Помазание Божие, которое мы высвободили, которое мы качали, оно коснулось этого человека. Высвобождай, качай это помазание Божие. Люди вокруг тебя будут меняться не от твоей мудрости, не от твоего умного ума, не от того, насколько ты классно знаешь какие-то богословские истины. Люди будут меняться, когда это Божье помазание внутри тебя, оно будет касаться этих людей. Аминь.